Урок номер 12. Кто опрятен, тот людям приятен. Кім таза және ұқыпты болып жүреді, сол адамдарға ұнайды. Упражнение 1. Послушай отрывки из 2 стихотворений. В нашем доме проживает девочка-неряха. У нее всегда была грязная рубаха. Хрущев. Ваня, Ванечка, неряха, в пятнах вся твоя рубаха. За столом ты вместо ложки рукавами лез картошку. Чтобы вам было понятно стихотворение, неряха деп кір-қожалақ баланы айтады. Үсті басы қап-қара болып жүретін балаларға неряха дейді. Назови слова, которые повторяются в этих текстах. Екі мәтінде қандай сөздер қайталанады? Слова, которые повторяются: неряха, рубаха. Кто герои этих стихотворений? Бұл екі өлеңнің кейіпкерлері кім? Герои стихотворений – девочка и мальчик Ваня. О какой черте характера детей рассказывает автор? Автор рассказывает о неряшливости и неопрятности. Поразмышляй, хорошо или плохо делают эти дети? Эти дети поступают плохо. Надо быть аккуратными, чистоплотными. Что бы ты им посоветовал? Оларға қандай кеңес берер едің? Я бы посоветовал грязную одежду менять на чистую, быть аккуратными и соблюдать чистоту и порядок. Выбери для себя 1-2 задания. Төмендегі берілген тапсырмалардың бір-екеуін орында дейді. Найди в толковом словаре значение слова неряха. Запиши. Неряха деген сөздің мағынасын түсіндір. Неряха – это неряшливый человек, неаккуратный, который не следит за собой. По-другому грязнуля. Жаңа айтып өткенде, неряха деген кір-қожалақ баланы айтады. Составь со словом неряха предложение. Запиши. Неряха деген сөзбен сөйлем құрастыр. Сөйлемді жаз. Неряха раскидал свои вещи по комнате и не убрался. Опиши мальчика или девочку. Подобрав нужные слова-признаки. Опрятный, неряшливый, ленивый, чистоплотный, грязный. Ваня – неряшливый, ленивый мальчик. Девочка неряшливая, ленивая. Упражнение 2. Скажи одним словом. Бір сөзбен айт. Замени словосочетание одним словом по образцу. Берілген үлгіге қарап, екі сөзден бір сөз құрастыр. Проявлять интерес – интересоваться. Давать советы – советовать. Оказывать помощь – помогать. Проявлять любовь – любить. Упражнение 3. Отгадай загадку. Лег в карман и караулю, реву, плаксу и грязнулю. Им утру потоки слез, не забуду и пронос. Это, ребята, носовой платок. Произнесите вместе с учителем отгадку на русском и казахском языках, выделяя ударные гласные звуки. Носовой, ударение падает на О, платок, ударение падает на О. Қол, орамал. Екпінді дыбыстарды қызыл түспен жазып қойдым. Запиши это словосочетание в тетрадь, поставив правильно ударение. Қызыл әріптің үстіне екпін қойып шығыңдар. Сделай вывод, как произносится ударный гласный звук и безударные гласные звуки в русском и казахском языках. Ударный гласный звук и в казахском, и в русском языках произносится четко, ясно. В русском языке безударные гласные звуки произносятся нечетко, неясно. В казахском языке безударные гласные звуки произносятся четко и ясно. Орыс тілінде дауыссыз дыбыстар анықсыз, анық айтылмайды. Ал қазақ тілінде екпінсіз дауысты дыбыстар анық айтылады. Мысалы, в слове носовой первый и второй О, они безударные. Біз оны А деп естиміз, носовой деп.
потому что орыс тілінде анық айтылмайды. Ал қазақ тілінде орамал, о мен а екпінсіз болса да анық естіліп тұр. Запомни и запиши. Опрятная девочка, приятный человек, неряшливый человек. Адамдар туралы опрятный, приятный, неряшли деп айтамыз. Ал грязная деп про одежду и про обувь айтамыз. Грязная одежда, обувь. Упражнение 4. Кого называют неряхой, а кого опрятным? Кімді кірғожаляқ деп айтады, кімді ұқыпты деп айтады. Неряхой называют того, кто не умывается, кто не следит за одеждой, кто ходит лохматый, не расчесывается, кто пишет грязно в тетради. Опрятным называют того, кто бережет книги, тетради, кто носит чистую обувь. Жуынбайтын, кір киіммен жүре беретін, шашын тарамайтын, дәптерін ұқыпты ұстамайтын баланы кірғожаляқ дейді, неряха дейді. Ал ұқыпты бала кітаптарын, дәптерлерін ұқыпты ұстайды, аяқ киімі бар, таза болады. Упражнение 5. Какая пословица больше всего подходит к образу неряхи из стихотворения? Упражнение 1. Запиши в тетрадь и объясни. Екі мақал берілген, қайсысы жаңағы неряха туралы өлеңге сәйкес келеді? Біріншісі, видно неряху по грязной рубахе. Екіншісі, с неряхой поведешься, от него и наберешься. Я думаю, что первая пословица больше подходит. Видно неряху по грязной рубахе, потому что и у девочки, и у Вани была грязная рубаха. Упражнение 6. Ознакомительное чтение стихотворения. В чем смысл этого стихотворения? Самому приятно. Утро каждое встаю, я с программой четкой. Сразу курточку свою чищу жесткой щеткой. Наливаю воду я и белье стираю. Майка чистая моя сохнет у сарая. Наш утюг пускай не спит, я им брюки глажу. Марля сердится, шипит, интересно даже. Моюсь, сил не берегу, даже с мылом сам могу. А когда умоюсь, ровно ногти подстригу. После в зеркало смотрю, на работу на свою, и тихонько говорю, сам себя не узнаю. Вот какие чудеса! Я всего за полчаса стал таким опрятным, самому приятно. Смысл этого стихотворения в том, что всегда нужно быть опрятным и чистым, трудолюбивым, и будет приятно не только окружающим, но и самому себе. Прочитай еще раз текст и найди предложение, рассказывающее о программе мальчика. Выпиши в тетрадь словосочетание из текста. Образец. Курточку чищу, наливаю воду. Стираю белье, глажу брюки, моюсь с мылом, подстригу ногти. Что произошло с мальчиком за полчаса? За полчаса он превратился в опрятного мальчика. Упражнение 7. Помоги неряхе стать опрятным учеником. Прочитай и выбери правила, которые надо выполнять опрятным и аккуратным школьникам. Ақылды және ұқыпты оқушы қандай болу керек? Соған арналған ережелерді теріп жаз. Правила для опрятных учеников. Носить сменную обувь. Иметь носовой платок. Надевать чистые брюки, платье. Складывать карандаши и ручки в пенал. Мысалы, мына жерде грызть ручки, ручканы кеміру, бегать по лужам, шалшық судан жүгіру, жевать жвачку, сағыз шайнау, носить в портфеле мороженое, сумканың ішінде балмұздақты салып жүру. Бұның бәрі ұқыпты оқушылардың ережесі емес. Дұрыс ережелерді біз астына жазып қойдық. Жаңағы 4 ережені көшіріп жазыңдар.